Добрый день. Управление Сыктывкара слышно? Слышно. Посторонних шумов нету? Антон у нас до 4 или до 5 работает. Антон, если приходит рано, если требуется. Ну да, то есть он приходит там. Да, у него график такой плавающий, поэтому не могу сказать, надо узавтра. Уважаемые участники, кто будет выступать на мероприятии? Сейчас есть время проверить звук и видео. Добрый день. Управление образования Сыктывкар. Видео как слышно? Посторонних шумов нет? Так, видео, да, видно, отлично. Единственное, что там, ну да, все отлично, там, где вот на стульях, да, будут люди сидеть. Да, Ну, звук пока есть. нету докладчика, поэтому... У вас будет презентация? Да, я бы хотел демонстрацию экрана как раз проверить. Давайте сейчас сразу проверим. Я тогда сейчас разрешу включить презентацию. Спасибо. Да, я разрешил. Попробуйте включить демонстрацию экрана. Так. Сейчас, секунду. Так, а именно этот экран как будет? Вам нужно запустить сначала демонстрацию презентации, и Открыл. потом ее свернуть, и потом включить демонстрацию уже в Zoom. Тогда появится окно демонстрация с названием презентации. Сначала F5 презентации нажать, потом ее свернуть, и потом нажать демонстрация экрана в Zoom. Сейчас, секунду. F5. Windows D. Так, а я ее не вижу здесь. Доска сообщений, приложение. Ну-ка, отображать все окна. Нет, там нужно выбрать конкретное окно. И я вижу ее. Ну-ка, но она открытая, не запущенная. Да, вы выбрали не то окно, выбрали окно редактирования презентации, а у вас, если ее запустить через F5, у вас там в выборе появится еще дополнительное окно. Именно демонстрация будет написано. Демонстрация презентации по нормативу обучения. Так, секунду, останавливаю демонстрацию, да? Да-да-да. Так, демонстрация экрана. Запускаю F5, но она у меня запущена. Да, теперь кнопку Windows нажмите, чтобы ее свернуть, и обратно в Zoom. В Zoom. Вот вижу ее. Ага. Вот так вот, да? Да, сейчас все отлично в полноэкранном режиме. Так, Zoom. А дальше переключаемся на презентацию и работаем, да? Да-да, теперь просто листайте презентацию, и все будет демонстрироваться ваша презентация. То есть я переключаюсь обратно на на презентацию. Ага. Так, сейчас, секунду. Здесь нужно минимизировать окошко. Так, а вот эту нижнюю панель можно убрать, да? Она передвигается? У Zoom? Да. Просто у нас тут, видите, как бы ссылочки есть, на которые нужно кликнуть. Ее скрыть бы. Так, ну просто если вы перейдете по ссылке, а ссылка на ту же презентацию, да? Или... Нет, она открывает документ. Ну да, просто у вас в Zoom демонстрируется презентация. Если у вас откроется документ, то он не будет демонстрироваться в Zoom. Надо будет отдельно включить демонстрацию и выбрать документ. Ух ты, а это тяжеловато. Ну тогда вам можно выбрать режим не демонстрация окна, а демонстрация всего экрана. Тогда будет легче. Так, давайте тогда посмотрим, как это сделать. Ну, так, демонстрация экрана. И там весь экран. Доска сообщений вижу, а вот весь экран не вижу. Это в базовом, да? Да. Там есть базовый, расширенный. Так, сейчас, секунду. И файлы.
Базовый. Доска сообщений. Мгм. Да, странно, видимо, в обновлениях куда-то исчезла. Там была раньше кнопка «Весь экран». Сейчас, видимо, только по окнам можно. У меня тоже нету кнопки «Весь экран». Так, Ну, тогда вам можно эти файлы все отдельно открыть, и потом, когда вы будете демонстрировать, не, нажимать демонстрацию. они открыты. Я в том-то и дело, чтобы они быстрее прогружались, я их открыл. Мгм. Сейчас Так. давайте я еще потестирую просто. Да, давайте попробуем. Так, отделиться. Вот, допустим, рекомендации первые. Я на них... так, мне нужно на презентацию переключиться, да? Так. Вот она открывается. Дальше мне надо свернуть его. И продолжаем дальше. Отображается у вас? Нет, в Zoom идет только страница презентации. Понятно. А как сделать так, чтобы эти работали? Ну, М, сейчас вы можете в демонстрации экрана выбрать не презентацию, а тот файл, который вы открыли. И тогда Да мы я, его увидим. да я запутаю, здесь их штук 20. М, Я даже не знаю, как они называются. Не я делал презентацию. мгм. Понятно. Хм. Так. А Ольга Юрьевна как раз хотела продемонстрировать эти документы, которые как раз-таки просили. Мгм. Так, делает. Нету всего экрана, да? Так, доска сообщений, это там что-то где-то можно как на классной доске писать, правильно же? Да, это не то. Так, вариантов больше нету, да? Только переключаться между документами. Ну ладно, пойду сейчас Ольге Юрьевне это самое скажу, просто ей надо будет тогда выступление как-то перерабатывать быстро. Ну, попробуйте просто демонстрацию этих файлов включить. Возможно, он просто включит демонстрацию Word всего. Ну, они все в Word, да? Ну там PDF, Word, есть Мгм. страница с сайта, вот, через браузер. Так, а все я их выделить не могу тоже, да? Так, а вот есть удерживаете Ctrl для выбора нескольких окон. Ну-ка, если я так сделаю. Так, это нам не нужно, нужно. Ну, немного теплее стало. Да. Ну, я пока тестируюсь. Да. Так, а она вот так вот, да? Тут просто отображает. Не очень красиво, да? Пока, Алло? пока ничего не видно. Пока ничего не видно. Ну, я понаткрывал почти все. И тут типа я могу между... Вообще ничего не видно, да? Нет, пока не демонстрирует. Интересно. О, нет, так не получится. Мгм. Ладно, сейчас попробуем. Ну, с Ольгой Юрьевной проработаем, как это будет. Ольга Юрьевна, Сыктывкар выступает в какую очередь? Первую, вторую, третью? Не подскажете?
Как Жень. Еще этот, еще
Добрый день, уважаемые коллеги. Судя по количеству подключений, у нас 230, более 230 участников. Для нас это на самом деле очень важно. Мы видим, что подключились все управления образования, большинство образовательных организаций Республики Коми. Мы продолжаем цикл таких вот мероприятий, направленных на сопровождение образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Я уверен, что ни у кого из сегодня присоединившихся к нашей встрече участников нет сомнений в необходимости и актуальности сопровождения всех этих процессов на сегодняшний день. Об этом нам с вами говорят не только родители, но и сами педагоги, об этом нам и говорит прокуратура Республики Коми, когда мы видим подмену, так скажем, образовательного процесса с применением дистанционных технологий на обычную такую банальную выдачу домашних заданий нашим школьникам. А это не есть организация образовательного процесса с применением ДОТ и электронного образования. Сегодня со мной здесь в студии начальник управления по надзору и контролю в сфере образования Людмила Витальевна Морошкина, ректор нашего Коми Республиканского института развития образования Галина Владимировна Китайгородская, проректор Марина Анатольевна Габова, и здесь также присутствует Лешок Вячеслав Алексеевич. Сегодня мы с вами в рамках данной нашей встречи рассмотрим требования законодательства при переходе на образовательный процесс вне зданий, вне помещения образовательной организации, какие алгоритмы предлагаем мы при таком переходе, какие ресурсы есть в помощь нашим образовательным организациям, управленцам, педагогам и, безусловно, родителям и детям при организации образовательного процесса в таком формате. И, безусловно, нам важен опыт наших муниципальных образований. Мы предоставим возможность Сыктывкару поделиться с теми организационными моментами, с тем опытом, который наработан в рамках вот данного формата образовательного процесса. Но прежде чем предоставить слово коллегам, несколько слов хочу сказать о текущей ситуации. Вы в ежедневном режиме мониторите ситуацию по заболеваемости в наших образовательных организациях в отношении наших школьников, в отношении педагогов. И вы, в принципе, тоже прекрасно видите, что картина на сегодняшний день продолжает быть очень-очень тревожной. Вот мы посмотрели статистику за последние 3 дня, начиная с понедельника по сегодняшний день. Численность школьников, которые заболели, то есть увеличилась у нас заболеваемость школьников за 3 дня почти на 4500 школьников. Если говорить о коронавирусной инфекции, то вот за 3 дня у нас численность заболевших детей увеличилась на 140 человек. Безусловно, тревожит очень эта ситуация, и вы сами прекрасно знаете, что сейчас где-то уже проводились, где-то планируется в ближайшие дни проведение муниципальных СПЭК, муниципальных оперативных штабов, на которых, безусловно, представители от здравоохранения, представители от Роспотребнадзора будут категорично настаивать на том, чтобы мы полностью закрывали наши образовательные организации, выводили на дистанционную форму целиком муниципалитетом, да, и сегодня тоже рассматривается вопрос к возвращению сценария 2020 года. Коллеги, убедительно прошу все-таки со своими главами муниципальных образований, с заместителями глав по социальным вопросам на эту тему тоже разговаривать, убеждать, что все-таки массовый переход, массовое закрытие наших школ, наверное, не есть правильно, потому что мы с вами, как уже я говорил, очень много вопросов, очень много проблем в организации дистанционного обучения. Я думаю, что нужно своих коллег, глав, заместителей глав убеждать, доказывая, какая ситуация в образовательных организациях. У вас вся статистика есть, численность детей, болеющих в тех или иных школах. Наверное, нет смысла закрывать школу, которая находится где-то в глубинке, в которой не превышен порог заболеваемости. Зачем такие категоричные решения принимать? Я просто хочу довести до вас позицию министерства, что массовый переход абсолютно всех образовательных организаций в целого муниципального образования, либо
в целом по республике мы не поддерживаем. И мы все-таки склоняемся к тому, чтобы это было точечно, по классам, по школам, возможно. И свою позицию, пожалуйста, коллеги, тоже на этих же заседаниях СПЭК, либо оперативных штабах тоже высказывайте и обоснованно, пожалуйста, доказывайте. Еще хочу обратить ваше внимание, коллеги, чтобы не поддавались на всякого рода провокации. Сегодня уже в сети достаточно много, так скажем, публикаций, сообщений, когда определенные группы родителей категорически высказываются против дистанционного обучения, говорят нам о том, что оно у нас не организовано, что дети не способны, не могут принять, так скажем, такой формат обучения. Вот. На подобного рода и просят, естественно, требуют, чтобы дистанционное обучение прекратилось, чтобы дети просто находились там либо на каникулах, либо на просто карантине, и образовательный процесс не велся. Тоже на такие вещи, на такие провокации вестись, коллеги, не нужно, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что есть и другая категория родителей, которые будут говорить нам с вами, что, простите, у ребенка скоро экзамены, да, у меня с учителем налажен нормальное взаимоотношение, организован образовательный процесс в дистанционном режиме. Поэтому эта категория тоже у нас есть, и мы с вами помним по итогам, так скажем, масштабного перехода на дистант, когда уже спустя какое-то время мы начали получать от родителей положительные отзывы по организации всех этих процессов. Да, их надо нам вспомнить, отрегулировать, именно поэтому мы и возобновляем все эти процессы. Ну, вкратце, наверное, что я хотел вначале сказал. Я хочу сейчас предоставить слово Людмиле Витальевне Морошкиной, начальнику управления по надзору и контролю в сфере образования, чтобы аспекты требований законодательства при переходе на образовательный процесс вне стен школы она раскрыла, напомнила вам. Мы, в свою очередь, письма тоже уже направляли. Я думаю, что в режиме диалога, в режиме вот такого общения это будет очень полезно и интересно. Людмила Витальевна, пожалуйста. Спасибо, Олег Александрович. Добрый день, уважаемые коллеги. Хотелось бы остановиться на отдельных моментах нормативного регулирования реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Как сказал уже Олег Александрович, сегодня мы вынуждены это признать. У нас в республике существует подмена понятия реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и понятие самостоятельное обучение. Именно этим недовольны родители. Давайте сначала разберемся с вами, как же нормативно отрегулирован этот вопрос, а где необходимо подключиться управлению образования и образовательной организации, чтобы все участники образовательных отношений в этом вопросе находились в правовом поле. Данный вопрос урегулирован статьей 16 273 Федерального закона и приказом номер 816 от 2017 года, который регламентирует порядок реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Давайте с вами разберемся, что же такое дистанционные образовательные технологии. Статья 17 273 Федерального закона говорит нам о том, что есть определенные формы обучения. И к формам обучения мы относим очную, очно-заочную и заочную форму. А также обучающиеся могут обучаться вне образовательной организации, в семейной форме или в форме самообразования. Дистанционные образовательные технологии, электронное обучение не подходит ни под одну из этих форм. Поэтому, когда мы говорим, когда наши директора и учителя говорят, мы переходим на дистанционное обучение, вы действуете, во-первых, неграмотно, а во-вторых, вы провоцируете родителей на разбор вот этой статьи и на заявление своих прав. Права родителей определены статьей 44 Федерального закона об образовании. И статья это говорит, что родители имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования формы обучения. А форма обучения мы с вами уже проговорили. То есть вот эта технология, она не является формой обучения, и поэтому со стороны родителей выбор не требуется.
Вместе с тем, порядком, который утвержден приказом 816, говорится о том, что родители должны быть ознакомлены с порядком обучения в при дистанционных образовательных технологиях и электронном обучении. То есть это немножечко другое. Это не согласие, это ознакомление. Поэтому, когда школа принимает решение о переходе на реализацию образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, необходимо в первую очередь организовать оповещение родителей и ознакомление родителей. Согласие здесь не требуется по законодательству. Далее, следующее, на что необходимо обратить внимание, на саму формулировку, что такое дистанционные образовательные технологии. Ответ на этот вопрос нам тоже дают и статья закона, и приказ 816. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействия обучающихся и педагогических работников. То есть суть обучения с применением дистанционных образовательных технологий заключается во взаимодействии обучающегося и учителя в режиме онлайн. Хотим мы с вами этого или не хотим, взаимодействие учителя при реализации программ в таком формате подразумевает именно это. И когда этого взаимодействия нет, когда ученики остаются один на один с выполнением заданий, вот тогда и возникает вопрос о самостоятельном изучении нового материала, о самостоятельном выполнении определенных заданий, и все сводится к выдаче домашних заданий. Далее это направляются задания учителю, учитель в лучшем случае проверяет и информирует, делает какой-то разбор, в худшем случае складывает на полочку. Таким образом мы получаем массу обращений граждан по поводу того, что обучающиеся сами должны обучаться в этот период. Ну и начинать, наверное, всю систематизацию работы необходимо с приведения своих локальных нормативных актов в соответствии с требованиями законодательства. Мы, Управление по надзору, посмотрели локальные нормативные акты, которые размещены на сайтах образовательных организаций по вопросам обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Вынуждены констатировать, что большая часть локальных нормативных актов не соответствует требованиям законодательства. И вот как раз именно в локальных актах и прописано дистанционное обучение, вот эти провокационные моменты, которые требуется разъяснять. Поэтому мы в адрес всех управлений образования направили примерный локальный нормативный акт, который вы можете использовать для создания своего локального акта. Я призываю вас к правильной формулировке всех понятий и к правильным консультациям родителей, учителей и обучающихся. То есть когда наступают определенные обстоятельства и нахождение обучающихся не представляется возможным в здании школы, по разным обстоятельствам, карантинные это мероприятия или какие-то другие чрезвычайные, но образовательный процесс должен продолжаться для того, чтобы сохранить права всех обучающихся на получение образования, чтобы продолжить образовательный процесс. Вот здесь и подключается реализация образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Тот примерный локальный нормативный акт, который мы вам направили, он как раз содержит позиции организации вот этого обучения. Мы, когда смотрели ваши локальные нормативные акты, мы обратили внимание на следующее. В некоторых локальных нормативных актах придуманные какие-то права обучающихся учителей есть. Права все закреплены 273 федеральным законом. И в рамках реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий эти права не меняются. Они остаются теми же самыми. Но если вы хотите четко прописать, кто что делает, это не права и не обязанности. Это просто определенный перечень действий, который позволит урегулировать действия всех участников образовательных отношений. С этим локальным нормативным актом в обновленном формате необходимо ознакомить всех участников образовательных отношений. И сделать это неформально, прочитайте и ознакомьтесь,
рассказать, провести разъяснительную работу, ответить на все интересующие вопросы и принять все меры по соблюдению законодательства в сфере образования при реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и соблюдения прав обучающихся. Вот за это время, когда уже определенные школы и муниципалитеты перешли на данный формат работы, в адрес министерства уже поступают жалобы. Хотелось бы предостеречь вас именно от вот такого формата жалоб. Жалобы поступают очень конкретные. Не просто мы против дистанционных образовательных технологий, а идет описание некоторых ситуаций, которые недопустимы. Вчера, например, был звонок. Пятикласснице учитель технологии поручил испечь блины днем, пятикласснице. Родитель обеспокоенный звонит с работы, он говорит, я не могу прибыть сейчас, чтобы помочь ребенку. Это во-первых, да. Во-вторых, второе, например, обращение пришло тоже так же. Ребенок учится в 1 классе, родители находятся на работе, никаких инструкций, ничего никто выполнить не может. И в итоге ребенок получает какие-то определенные задания на выполнение без обратной связи в WhatsApp или по электронной почте, вместе с тем не знают ни как их распечатать, ни карточки сделать. То есть там определенные даны практические занятия. Хотелось бы вас предостеречь от такого рода заданий. Все задания должны быть продуманы, выполнимые обучающимися. И, конечно же, избегайте подмены, реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и самостоятельное изучение предметов. Спасибо. Спасибо, Людмила Витальевна. Коллеги, быть может, сразу есть какие-то вопросы в части нормативно-правового обеспечения данного формата образовательного процесса. Либо предлагаю в чате писать, либо, пожалуйста, подключайтесь, задавайте свои вопросы, чтобы максимально получить ответы, если вопросы сейчас у вас есть. Хорошо, тогда я предоставлю дальше слово дальше коллегам. Если вопросы в ходе сегодняшней встречи будут возникать, пожалуйста, пишите в чат, либо подключайтесь, задавайте их. Галина Владимировна, пожалуйста, по плану мероприятий вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Комреспубликанский институт развития образования приветствует все муниципальное образование. И, конечно, очень важно, что подключились к нашему совещанию руководители образовательных организаций. Именно от руководителей, от команд образовательных организаций сегодня зависит качество реализации образовательных программ. Уважаемые коллеги, на уровне Республики Коми принято очень важное управленческое решение, которое зафиксировано приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Мы актуализируем все направления деятельности, которые уже были системно выстроены на протяжении последних 2 лет. Мы сегодня понимаем, что нам нужна была вот именно такая управленческая перезагрузка для того, чтобы еще раз, уважаемые коллеги, вместе с вами выстроить качественную реализацию, чтобы была именно каждая образовательная программа. Итак, уважаемые коллеги, данная дорожная карта – это для нас основание для совместной работы. В дорожной карте, коллеги, 6 основных направлений, которые определяют нашу совместную деятельность. Как уже говорили, основанием для перезагрузки, конечно, является еще раз проведенный аудит всех нормативно-правовых документов, которые в настоящее время обеспечивают реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Второе направление очень важное. Это действительно управленческое решение, которое должно стать основанием для работы каждой образовательной организации. Мы еще 2 года назад определили, что каждая образовательная организация должна понимать, каким образом сегодня в каждой организации, на каком уровне выстроена работа по реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Сегодня мы обращаемся к тому формату мониторинга, который каждая организация на протяжении 2 лет уже проводила. Уважаемые коллеги,
есть конкретные ресурсы, которые позволяют вернуться к этому мониторингу. Мы сегодня об этом скажем. Это не будет мониторинг на уровне республики. Это задача, которая стоит сегодня перед каждой образовательной организацией. Еще раз внимание обратить, что сегодня рассматривается как профессиональный дефицит на уровне организации, на уровне каждого педагога. Третий блок – это информационно-методическое сопровождение. Мы понимаем, что на протяжении 2 лет с периодичностью раз в 2 недели действительно проводились на уровне республики методические семинары и даже семинар-совещания, в том числе мы говорим и о тех конкурсах, которые выявляли лучшие практики. Мы сегодня вновь обращаемся к этой системе постоянного контроля, которая определяет участие образовательных организаций именно в системном сопровождении каждого педагога, каждой образовательной организации. Очень важен 4-й раздел – это именно организация, реализация образовательных программ. Сегодня мы понимаем, что за качество отвечает, конечно, образовательная организация. И сегодня в рамках наших выступлений мы еще раз внимание обратим, каким образом сегодня на основе федеральных ресурсов можно выстроить качественную работу. Еще 2 позиции очень важные. Это позиции, связанные с контролем реализации образовательных программ, которые не будет возможно, если, уважаемые коллеги, сегодня мы все не включимся в систему методического сопровождения каждого педагогического работника и управленца нашей республики. Итак, уважаемые коллеги, я передаю слово проректору нашего института для того, чтобы практикоориентированность действительно была связана с тем, что, уважаемые коллеги, вот наши рекомендации и наши предложения по адресной поддержке образовательных организаций сегодня были услышаны и приняты именно как серьезное предложение именно в контексте сопровождения организаций. Итак, уважаемые коллеги, о ресурсах Института для формирования цифровой грамотности педагогов и организации обучения, реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня мы говорим о том, что институт уже создал систему условий научно-методического сопровождения образовательных организаций педагогов. Вот на данном слайде они представлены. 3 группы условий: организационные, методические, информационные. Организационные условия включают в себя разработку нормативных документов, типовых каких-то локальных актов, регламентацию четкую деятельности, мониторинг и организацию взаимодействия. Методические условия – это, конечно, цикл обучающих мероприятий, это организация повышения квалификации, это разработка методических рекомендаций, это, конечно, соблюдение обязательной обратной связи с вами, с педагогическим сообществом. И группа информационных условий включает в себя специализированный раздел на сайте, проведение нами информационных сессий, осуществление информационных рассылок и также размещение информации в группе института в социальной сети. Уважаемые коллеги, любой цикл начинается с того, что необходимо провести мониторинг, необходимо провести диагностику. Когда мы с вами говорим о цифровой грамотности педагогических работников, то здесь мы говорим о том, что институт имеет инструменты для проведения соответствующих диагностических процедур. В данном случае представлен вариант проработки такой диагностики с одной из образовательных организаций, и в итоге мы с вами получаем срез тех компетенций цифровых, в плане информационной грамотности, коммуникативной грамотности, создания цифрового контента, цифровой безопасности, цифровой компетентности педагогов. С учетом результатов диагностических процедур мы выстраиваем затем систему методической поддержки. Мы обновили наши методические рекомендации, алгоритмы для участников образовательных отношений. Они размещены на нашем информационно-методическом портале. В алгоритмах присутствуют те действия, которые необходимо осуществить администрации образовательной организации, учителю-предметнику, классному руководителю, родителям при переходе на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Да, если вы сейчас свой телефон наведете на QR-код, то вы непосредственно попадете на страничку, где данные рекомендации размещены. Уважаемые коллеги, мы разработали очень подробные методические рекомендации по реализации вот этих самых алгоритмов. Здесь у нас есть очень подробная
описание всех действий администрации, мы описали модели взаимодействия педагогов и обучающихся при реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Очень четкие алгоритмы действий для учителя, как построить урок, как выстроить взаимодействие с ребятами, как организовать лабораторную работу, какие ресурсы для этого использовать. Все очень четко, подробно прописано. А также представлены алгоритмы действий классного руководителя и, конечно, обязательно алгоритмы для родителей и обучающихся. Также мы описали форму организации образовательного процесса при реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В том числе там есть и форма гибридная, да, когда у нас какие-то ребята находятся дома, да, кто-то находится непосредственно в классе, работает с учителем. В приложениях у нас представлены проекты нормативных локальных актов. И также, если вы на QR-код наведете свою камеру телефона, то вы попадете непосредственно на данные рекомендации. Далее 3 слайда у нас представляют те модели организации обучения с применением электронного обучения дистанционных образовательных технологий, в том случае, если существуют различные технические ресурсы. Да, вот эта модель демонстрирует нам идеальную ситуацию, да, когда у нас стабильный интернет, в наличии есть все необходимые технические устройства и у ребенка, и обучающихся, и здесь мы можем организовывать наши взаимодействия непосредственно в режиме онлайн. Да. Здесь можем использовать различные платформы, проводить онлайн-уроки, в том числе работать с информационно-коммуникационной платформой Сферум, о которой сегодня мы с вами тоже поговорим. И учителя могут свои разработки в режиме онлайн с ребятами реализовывать. Проверка также осуществляется в режиме онлайн либо через платформы, либо через онлайн-тесты, интерактивные задания. И, конечно, существуют широкие возможности для организации обратной связи. Вторая модель, она пригодится для образовательных организаций, где есть нестабильная скорость интернета, да, но технические устройства в наличии. То есть онлайн-уроки мы с вами здесь проводить уже не можем. Да. Здесь мы их заменяем так называемыми дистанционными уроками, то есть здесь уже синхронного взаимодействия у нас не получится, здесь будет асинхронное взаимодействие. Ну, тоже платформы нам доступны, да, поскольку интернет имеется. Разработки учителя тоже могут в самых разных формах ребятам предлагать. Проверка идет через задания на платформах, через тесты, через интерактивные задания. И обратная связь, она осуществляется различными формами, но здесь уже преимущественно с использованием телефона. И в том случае, если у нас с вами нет интернета, да, если у нас нет технических устройств, то здесь мы работаем уже. Также у нас онлайн-уроки невозможно, да, это дистанционные уроки, используют разработки учителя в виде уже бумажных тестов, в виде инструктивных материалов, кейсов. Ну и здесь по возможности мы задействуем ресурсы ГИС электронное образование, но не всегда, конечно, это у нас получается, да, если нет интернета. И, соответственно, проверка тоже будет через документы, представлены непосредственно в материальном виде, не электронном. И обратная связь может осуществляться посредством телефона, СМС и других возможностей. Все это подробно расписано в наших методических рекомендациях, о которых мы ранее говорили. Коллеги, мы напоминаем вам о возможностях российской электронной школы. У нас также разработаны методические рекомендации, они размещены на нашем портале, и с ними вы можете ознакомиться, их обязательно применять в своей практике. Уважаемые коллеги, мы актуализировали наш раздел «Информационно-методическая поддержка при организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» на нашем сайте. Через QR-код вы можете на этот раздел выйти. Сегодня на разделе мы представили и региональные образовательные платформы и ресурсы, федеральные образовательные платформы, ресурсы для организации обучения, ресурсы для профессионального развития. В разделе «Нормативные документы и методические рекомендации» мы выложили все те документы, которые вам пригодятся при организации образовательного процесса. Здесь только некоторые представлены, на самом деле их там намного больше. Ну, конечно, нам очень важно организовать для вас методическое сопровождение. Мы предлагаем вот в таком формате это методическое сопровождение на сайте выстроено. В разделе «Общие вопросы» у нас представлены материалы по раскрытию организационно-методических аспектов обучения с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. То есть здесь записи наших семинаров, вебинаров, мастер-классов. Также в этом разделе представлены возможности использования LMS Moodle и представлены подробно практические мастер-классы по технологии создания учебных курсов LMS Moodle. Да, то есть здесь представлены те
платформы, те ресурсы, которые могут быть реализованы всеми педагогами, всеми образовательными организациями в своей практике. И отдельно мы выделили раздел работы на платформе «Сферум», да, поскольку здесь все именно по работе с этой платформой мы представляем. Следующий раздел в методическом сопровождении платформы «Ресурсы и сервисы». Здесь у нас представлены непосредственно ссылки и рекомендации разработчиков платформы ресурсов и сервисов. Здесь вот некоторые из них представлены. Раздел постоянно пополняется. Как только мы получаем какие-то новые данные от наших федеральных партнеров, то мы их размещаем. Раздел для учителей-предметников. Здесь мы представили наши методические семинары, вебинары для учителей по использованию цифровых образовательных ресурсов и по организации уроков с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. То есть сейчас здесь размещены вебинары, семинары, видеозаписи мастер-классов и так далее, проведенных именно Республиканским институтом развития образования. Тематика семинаров очень обширная, да, мы рассматриваем и общие вопросы организации обучения, и обучение по предметам, платформы, ресурсы и сервисы. Очень важный аспект, который мы рассмотрели, это взаимодействие с участниками в режиме онлайн. Обязательно мы в ходе наших методических семинаров отвечаем на вопросы участников и организуем оперативную обратную связь. Тематика формируется в соответствии с запросами участников образовательных отношений. Поэтому, коллеги, пожалуйста, если у вас какие-то вопросы возникают, вы можете к нам обращаться, и мы на данную тему проведем непосредственно мероприятие. К реализации мероприятия мы привлекаем экспертов в сфере образования. Также у нас очень хорошую поддержку оказывают методическую опорные школы Республики Коми, которые провели ряд семинаров, мастер-классов для наших педагогов. И также, конечно, сюда привлекаются наши республиканские методические объединения. Форматы самые разные. Это и онлайн-практикумы, и мастер-классы, и видеообзоры ресурсов и сервисов. Коллеги, пожалуйста, мы приглашаем вас к участию в наших семинарах. На следующей неделе, коллеги, обратите внимание, с 31 января до 4 февраля мы предлагаем очередную линейку наших методических семинаров. Каждый день мы будем проводить эти мероприятия. Это и онлайн-семинар по обзору возможностей инструментов и ресурсов платформы «Единая система электронного обучения». Это установочный вебинар. У нас будет проводиться практикум организации проведения урока исследования с использованием электронного ресурса «Национальный корпус русского языка». Очень интересный практикум предполагается. Приглашаем вас посетить установочный вебинар и определить для себя, будете ли вы в этом практикуме участвовать. Семинар для учителей истории обществознания. Семинар для администраторов образовательных организаций по работе на платформе «Сферум». Вебинар для учителей естественно-научного цикла. То есть, как видите, да, охват достаточно широкий, и мы принимаем заявки также и от вас на проведение семинаров по тем или иным вопросам, которые вас волнуют. Следующий аспект, который очень важен для организации научно-методического сопровождения педагогов, это повышение квалификации. На платформе непосредственно мы реализовали переход на нашу единую систему электронного обучения, где непосредственно размещены наши электронные курсы. Вот, например, основа электронного обучения – это открытый онлайн-курс, который доступен для всех, и по итогам выдается сертификат. Все остальное – это наши курсы повышения квалификации. По результатам итоговой аттестации можно получить удостоверение установленного образца. Тематика курсов, она тоже достаточно разнообразна. Вот здесь мы видим 5 курсов представлено, и достаточно большое количество педагогов уже прошли обучение на данных курсах, к чему вас тоже призываем. Дальше, следующий раздел, который представлен на нашем портале, это раздел «Лучшие практики». В данном разделе мы представляем практики образовательных организаций, в данном случае представлены у нас ЛМС, система дистанционного обучения школ конкретных, и также идет переход на портал «Открытое образование Республики Коми» в раздел «Лучшие конкурсные работы» по применению цифровых образовательных ресурсов. Уважаемые коллеги, очень важно, чтобы мы с вами были всегда на связи, чтобы мы получали от вас оперативную обратную связь. Для этого у нас есть специальная форма в нашем разделе на сайте. Она так и называется «Обратная связь». Здесь вы можете свои вопросы нам задавать. Коллеги, мы всегда с вами на связи. Наши контакты вы видите на слайде.
Все, да, Марина? Да, Анатольевна? да, спасибо. Спасибо, Марина Анатольевна. В чате появляются вопросы, но как договорились, давайте мы с вами сначала проговорим то, что запланировали, и дальше уже постараемся ответить на те вопросы, которые возникли в ходе сегодняшней встречи. Так, сейчас я хочу предоставить слово Ольге Юрьевне. Да? Да, Ольга да. Юрьевна, вы у нас подключились? Включились, Олег Александрович? Отлично. Слышно нас? Да, Ольга Юрьевна, прекрасно слышно. Коллеги, из опыта работы Сыктывкара предоставляю слово Слышно. начальнику управления образования Ольге Юрьевне Бригида. Олег Александрович, извиняюсь, Виктор Николаевич, а можно нам администратор даст права демонстрации экрана? Отключили у нас. Опять. Пробуйте. Попробуйте, пожалуйста, еще раз. Все отлично, видим. Мгм. Добрый день, уважаемые коллеги. К сожалению, мы не получим того эффекта, который я запланировала. Мы подготовили презентацию со ссылочками на конкретные документы, которые разработаны на уровне управления образования города Сыктывкара и которые мы используем уже в практической деятельности. Безусловно, Институт развития образования предоставляет достаточно большое количество возможностей, но после того, как мы прошли проверку прокуратуры, мы поняли, что на сегодняшний день, к сожалению, в большинстве школ города Сыктывкара отмечалась именно подмена понятия дистанционные образовательные технологии, реализация образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий на самостоятельное обучение. Потому что, ознакомившись с 3 моделями, которые сегодня предлагает Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство образования, все школы города Сыктывкара выбрали 3-ю модель без организации компьютерного обучения, без реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. После того, как мы получили в этом году представление прокуратуры, мы серьезно занялись этим вопросом, регламентацией этого вопроса и в первую очередь организацией контроля за этим вопросом. И сегодня мы представим те материалы, которые у нас наработаны. Жалко, что не будут работать ссылочки, придется их воспринимать, эти документы придется воспринимать на слух. Итак, Галина Владимировна вам уже предоставила, уважаемые коллеги, дорожную карту, которая сегодня разработана на уровне республики, которую нужно исполнять каждой образовательной организации, каждому муниципалитету. А я вам сегодня уже представлю тот результат работы по данной дорожной карте, который сегодня наработан на уровне города Сыктывкара. Итак, первый этап – это нормативно-правовое обеспечение организации и реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В целях обеспечения единых нормативных требований еще в октябре 2021 года на уровне муниципалитета был разработан, направлен во все школы пакет документов по регламентации электронного образования и дистанционных образовательных технологий. В том числе примерное положение, о котором говорила Людмила Витальевна, и шаблон приказа по организации образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Уже с ноября школы Сыктывкара работают по этим документам. Но нам важно было, чтобы эти документы не просто были разработаны и лежали мертвым грузом. Нам было важно, чтобы они действительно работали. И поэтому мы эффективность организации работы каждой образовательной организации оценивали на наших любимых днях контроля, о которых вы уже слышали. Для проведения дней контроля мы разработали чек-листы, которые включают в себя 4 блока. Вот здесь мы подготовили ссылочку, чтобы вы реально их увидели, но, к сожалению, не получится. Поэтому я вам просто перечислю те позиции, которые мы проверяем в рамках дней контроля. Это 4 блока. Каким образом организовано обучение с применением электронного обучения дистанционных образовательных технологий на уровне образовательных организаций. На сегодняшний день мы отметили ситуацию. Чем проще и четче мы будем спрашивать с наших образовательных организаций,
тем проще школам провести самоанализ и самоаудит той работы, которую они выполняют. Поэтому наши чек-листы достаточно четкие, простые. Итак, какие позиции мы проверяем? Мы просим, по каким позициям мы просим предоставить информацию от школ. Итак, положение об организации обучения с применением электронного обучения, разработано оно в рамках шаблона или нет. Какая ситуация у нас складывается с педагогическими кадрами, насколько они владеют компьютерной грамотностью, сколько педагогов проводят онлайн-уроки, какие образовательные платформы используются, какова продолжительность урока с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, как составлено, используется ли интерактивное расписание в образовательном процессе, имеются ли отказы от обучения родителей, каким образом организована работа тематического раздела на сайте образовательной организации, как осуществляется ознакомление участников образовательных отношений с положением, есть ли положительный опыт при организации обучения с применением ЭО и ЭДОТ и какие предложения предлагает образовательная организация. Второй блок вопросов – это достаточно серьезный. Организация контроля за обучением с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Какие позиции мы рассматриваем? Контроль за информированием учащихся и их родителей, контроль за содержанием выполненной работы учителем-предметником, ее продолжительности в период обучения с электронным обучением и дистанционных образовательных технологий, контроль за объемом учебного времени, затраченного на проведение оценочных процедур, контроль за объемом домашнего задания. Третий блок – издание распорядительных актов образовательной организации в период организации обучения с применением ЭО и ЭДОТ. Какие организационные приказы по организации обучения были изданы на уровне образовательной организации? Какие организационные приказы о проведении внутришкольного контроля за организацией ЭО и ЭДОТ были изданы? Какие приказы по итогам внутришкольного контроля были изданы? Ну и перечисляем те проблемы, которые могут возникать и как мы их решаем. Вот такой чек-лист заполняет каждая образовательная организация, приходя к нам на день контроля. Далее проводится работа специалистами управления образования. Вся информация есть в открытом доступе, мы все ее можем посмотреть. Поэтому прежде чем начинается день контроля, специалисты управления образования проверяют предоставленную информацию каждой образовательной организации. И мы выделяем еще одну табличку. Если информация, которая предоставляется образовательной организации, не соответствует той информации, которую мы находим в открытом доступе, у нас возникают некоторые вопросы, и уже эти вопросы и эти проблемы мы обсуждаем на наших днях контроля. Вот такую работу мы проводим по каждому направлению деятельности. Если кого-то заинтересуют наши чек-листы, мы готовы с ними поделиться, только нам бы хотелось получить какую-то обратную связь, интересно это или нет. Итак, на уровне... Мы не слышим, Олег Александрович. Так, значит, на сегодняшний день уже в штатном режиме в каждой образовательной организации издается приказ об организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в котором предусматривается распределение обязанностей работников школ, начиная с классного руководителя, учителей-предметников, заместителя директора по учебной работе и заместителя директора по воспитательной работе. На сегодняшний день бытует мнение, в том числе и надзорных органов, о том, что учителя, которые проводят уроки в рамках с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, не работают. Они просто кидают домашние задания и, в принципе, работу выполняют родители. Я в корне с этим не согласна. Для того, чтобы подготовить качественный урок с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, учитель должен затратить достаточно большое количество времени, проработать достаточно большое количество материалов. И мы предложили педагогам проводить самоанализ и заполнять форму отчетности, по которой можно посмотреть, какая работа была выполнена. Мы тоже вам хотели показать данную форму отчетности, но, к сожалению, не получится. Следующий, второй этап
на который мы обращаем внимание, это мониторинг готовности образовательной организации к реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. На сегодняшний день мы провели данный мониторинг и определили, что у педагогов отсутствует потребность в компьютерной технике. Это связано с тем, что реализация образовательных программ осуществляется из зданий образовательных организаций. На сегодняшний день школы оснащены техникой, и педагоги имеют возможность реализовывать образовательные программы из здания школы. Вместе с тем стоит достаточно острая проблема оснащения наших учащихся компьютерной техникой. Мы провели мониторинг, и на сегодняшний день мы видим, у нас только 4500 школьников из семей малоимущих и из семей многодетных. По самым предварительным расчетам, потребность на оснащение их техникой составляет почти 167 миллионов рублей. Поэтому мы сегодня понимаем, что стоит острая необходимость разработки критериев нуждаемости, и в первую очередь, каким образом мы можем выдавать эти компьютеры, которые, возможно, мы все-таки будем изыскивать в наших образовательных организациях. Если у кого-то из муниципалитетов есть предложения по разработке таких критериев нуждаемости, мы готовы с вами обсудить. На сегодняшний день Центр развития образования провел большую работу по освоению по использованию образовательных платформ и информационных ресурсов. Каждая образовательная организация определилась с перечнем тех платформ и тех информационных ресурсов, которые могут использовать в образовательной программе, в образовательном процессе. И вот такой перечень у нас сформирован, и в принципе он совпадает с теми ресурсами, которые нам предлагает Институт развития образования. Вместе с тем, на сегодняшний день не все эти платформы позволяют в полном объеме качественно реализовать образовательную программу. Кроме того, существует на сегодняшний день мы серьезное внимание уделяем вопросам овладения педагогическими работниками информационно-коммуникационными технологиями. Мы услышали, Марина Анатольевна, что у вас есть такие тесты для выявления уровня владения педработниками информационными коммуникационными технологиями. Нам бы хотелось тоже ознакомиться с этими тестами, возможно, чтобы мы попробовали использовать их в нашей работе. Вместе с тем, на сегодняшний день мы выявляем уровень владения в рамках административного контроля, который осуществляет каждая образовательная организация. И эти вопросы мы тоже обсуждаем на днях контроля. То есть какие педагоги у нас все-таки проводят онлайн-уроки и офлайн-уроки, какие педагоги не могут это делать. Это делается не для того, чтобы наказать педагога, это делается в первую очередь для того, чтобы определить перечень той методической помощи, которая сегодня нужна нашим образовательным организациям. Начиная уже с 2020 года Центр развития образования достаточно серьезно работает по проведению практикоориентированных совещаний, практикоориентированных семинаров и циклов мастер-классов. На сегодняшний день учителю нужно очень четко понимать, как организовать образовательный процесс. Администратору нужно четко понимать, как составить интерактивное расписание, каким образом осуществлять контроль за проведением содержанием уроков, каким образом сегодня можно контролировать и ограничивать доступ учащихся к контенту, который не является образовательным, каким образом контролировать объем учебной нагрузки, каким образом осуществлять оценивание результатов учащихся, каким образом использовать облачные сервисы в работе руководящего сотрудника. Вот такие вопросы мы рассматриваем на своих практикоориентированных семинарах. Они пользуются успехом и позволяют все-таки повысить качество организации образовательного процесса в школах Сыктывкара. И я призываю Институт развития образования больше
как раз сделать акцент вот именно на практикоориентированные семинары. И мне бы очень хотелось, чтобы работники института попробовали сами провести хотя бы один онлайн-урок вот с помощью тех образовательных платформ, которые вы сегодня предоставляете для использования в работе, для того, чтобы понять, насколько использование всех этих платформ позволит учителю не только из города Сыктывкара, но и из сельских муниципалитетов эффективно организовать образовательный процесс. Так, и еще одно направление мы сегодня достаточно активно используем. Сегодня очень важно уровень развития информационно-коммуникационных навыков наших учащихся. И поэтому уже с 2020 года на всех практикоориентированных семинарах для педагогов мы рекомендуем проводить минимум-практикумы для учащихся, для того, чтобы у учеников формировать как раз и развивать информационно-коммуникативные навыки по взаимодействию через Zoom, через Skype. Это позволяет во многом в дальнейшем повысить качество реализации образовательного процесса значит, каждым педагогом. Третий этап, над которым мы работаем, это информационно-методическое сопровождение реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. У каждого участника образовательных отношений возникает множество вопросов, на которые он должен оперативно получать ответы и нужную информацию. В управлении образования и школах организована работа горячих линий. Все граждане оперативно получают любую консультативную и организационную помощь, но мы сегодня понимаем, что необходимо регламентировать работу горячей линии в соответствии с федеральным законом номер 59 ФЗ об обращениях граждан. Большую работу по информированию родителей мы проводим в сети интернет, и поэтому на сайтах каждой образовательной организации и управления образования созданы тематические сайты. Но мы контролируем, чтобы эти сайты опять не были мертворожденным ребенком. На днях контроля мы проверяем, насколько работоспособность тематических сайтов, мы смотрим, какие формулировки используют наши образовательные организации, мы смотрим с учетом тех реалий, в которых мы сегодня находимся. Вот мы, например, сейчас с 25 января все школы переведены на реализацию образовательных программ с электронным обучением дистанционных образовательных технологий. Поэтому мы уже промониторили сайты, какая информация размещена, есть ли приказы, есть ли интерактивное расписание, какая информация доводится до родителей. Поэтому мы обязательно мониторим актуальность этих разделов на сайтах образовательных организаций. В условиях Сыктывкара жизненно важно организовать своевременное ознакомление родителей с нормативными документами. Поэтому все те положения, которые сегодня разработаны на уровне образовательной организации в части реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, они доведены до родителей, родители с ними ознакомлены, и, соответственно, мы работаем в рамках правового поля. Наиболее сложный блок работы – это 4-е направление дорожной карты «Контроль и реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». И как раз в рамках Дня контроля мы проводим аудит приказов и аналитических справок, которые разрабатываются образовательными организациями в рамках контроля за реализацией образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Мне тоже хотелось бы показать этот чек-лист, то есть какая работа проводится, но не получится, поэтому я просто отмечу, на какие позиции мы обращаем внимание. Итак, контроль за информированием учащихся и их родителей об организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Школы должны отвечать на вопросы, каким образом осуществлен контроль, в каком документе отражается результат информирования, имеется ли утвержденная схема информирования. Если да, то указать реквизиты наименования приказа. То есть мы достаточно конкретно задаем вопросы, которые позволяют школам, отвечая на них, проверить свою работу, насколько качественная и насколько подробно у них выполняется эта работа. Дорогие коллеги, мы сегодня попытались представить наш опыт работы, к сожалению, не получилось представить его наглядно в полном объеме, но очень надеюсь, что он будет для вас полезен. Но мы понимаем, несмотря на то, что мы сегодня проводим работу по регламентации деятельности данного направления, вместе с тем остается достаточно большое количество вопросов и проблем, которые сегодня решать надо общими усилиями. Вот те меры, которые мы сегодня ввели на уровне муниципалитета, они привели определенным образом к увеличению объема отчетности и со стороны администрации школ, и со стороны педагогов. Но вместе с тем это позволяет нам все-таки обеспечить соблюдение требований законодательства. И мы бы все-таки хотели выйти с предложением, чтобы отчетность можно было максимально автоматически выгружать из ГИС-электронное образование, то есть формировать отчетные формы в ГИС-электронном образовании и автоматически делать выгрузку. Это во многом позволит нашим школам более эффективно организовать учебный процесс. На сегодняшний день мы уже неоднократно говорили, что, предлагая различные образовательные платформы, мы опять ставим педагогов в условия выбора, вернее, разброса выбора. И это тоже не позволяет эффективно организовать образовательный процесс. Мы бы очень хотели, чтобы все-таки в ГИС-электронном образовании была бы возможность создания личных кабинетов и учителей, и учеников для того, чтобы в постоянном доступе размещать учебные материалы. Это тоже во многом повысит эффективность работы педагогов школ. Ну и на сегодняшний день мы все понимаем, к сожалению, есть проблемы у педагогов именно с методикой преподавания предмета в рамках реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий. Поэтому необходимо включение во все курсы повышения квалификации тематического модуля, связанного с реализацией дистанционных образовательных технологий с учетом специфики предмета. И сегодня актуальной является задача не только преподавания предмета, но и подготовки государственной итоговой аттестации в рамках как раз реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Это те задачи, которые сегодня необходимо решать нам вместе, и это существенно повысит качество реализации образовательной программы. Я очень надеюсь, что наш опыт был интересен, что те проблемы, которые мы сегодня поднимаем, они будут услышаны на уровне республики, и общими усилиями все-таки с вами справимся. Наша задача – предоставить детям качественное образование. Мы в этом заинтересованы. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, готовы ответить. Спасибо, Ольга Юрьевна. Вот такое предложение поступило. То, что мы, к сожалению, не смогли кое-какие материалы увидеть, то, что из опыта вашей работы вы хотели продемонстрировать, я предлагаю, быть может, вы нам их направите, а мы, соответственно, на сайте института разместим, чтобы коллеги могли ознакомиться. Тут как раз и в чате спрашивают, где можно было бы посмотреть эти документы. Как вы на это смотрите? Хорошо, мы подумаем, как мы с вами отработаем в этом направлении. Хорошо, Ольга Юрьевна, спасибо. Те предложения, которые вы озвучили, они у нас в работе, и вот как раз в том числе и в рамках решения тех проблем, тех вопросов, которые вы обозначили, я хочу слово предоставить Вячеславу Алексеевичу, в том числе и по использованию, применению такой новой как платформы, как Сферум, которая уже, так скажем, была анонсирована уже в прошлом году, но, к сожалению, на территории Республики Коми она пока очень как-то не очень активно используется нашими образовательными организациями.
Вячеслав Алексеевич, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Олег Александрович. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представить вам вопрос. Это электронные площадки образовательных организаций Республики Коми, который связан как раз с той проблематикой, которая была на предыдущем слайде Ольги Юрьевны обозначена. Это личные кабинеты учителей, учащихся, ну и так далее. И я хотел бы начать с первой электронной площадки, платформы Сферум, которая разрабатывает, это разработка чисто российская, и которая позволяет коммуницировать, она называется правильно информационно-коммуникационная платформа Сферум, она позволяет коммуницировать как в онлайн-режиме видеоконференц-связи, так и в условиях, предположим, асинхронного обучения с применением дистанционных технологий. Это создание чатов, создание своих каких-то закрытых форумов и так далее. Данная платформа разработана Mail Group и совместно с Ростелекомом при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Минцифры Российской Федерации. Удобная, хорошая российская разработка. Мы же ориентируемся сейчас на Zoom, ориентируемся на Skype и прочие, ну, не наши платформы, будем говорить так. Саш, можно побыстрее? Там несколько слайдов, они быстро. Значит, данная платформа регламентируется постановлением правительства Российской Федерации 2040 от 7 декабря 2020 года о проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды. Она внедрена уже в 15 регионах Российской Федерации, которые являются апробаторами вот этой цифровой образовательной среды в обязательном порядке. И к 2024 году будет введена в Российской Федерации во всех образовательных организациях, а может, возможно, будет и раньше, потому что с 1 января 2023 года в закон об образовании вносятся изменения, что образовательные организации могут использовать только государственные информационные системы. Данная платформа является компонентом федеральной государственной информационной системы «Моя школа», и она как раз будет федеральной государственной информационной системой. Внедрение этой системы в Республике Коми регламентировано еще августовским приказом номер 519 о внедрении информационно-коммуникационной системы в Республике Коми. И посмотрите сейчас активность наших школ, то есть прошло полгода, 50%, правда, есть, но как бы мы видим слайд. Что такое активные школы? Это школы, которые зарегистрированы на платформе Сферум и в которых уже есть учителя, ученики. Неактивные школы, они подали заявку, их зарегистрировала Сферум, но никакой активности больше после этого не проявлялось. Посмотрите, здесь немножко такая может быть картина на 10 января и небольшие изменения внес на сегодня. 3 муниципалитета можно отметить, которые, в общем-то, реализуют. Единственное, там тоже даже в этих муниципалитетах, посмотрите, Сыктывкар, да, 5 активных школ, а остальные все зарегистрированы, хорошо, молодцы, но никаких активных действий. Мы продолжаем использовать Zoom. Коллеги, 13 января, посмотрите в видеозале вебинар, мы проводили опыт использования Сферум школами Усинска, в частности, 3-я школа Усинска рассказала, хотя они тоже были противниками внедрения Сферум, но когда посмотрели, значит, мне сейчас могут быть высказаны претензии, глючит, не работает, еще что-то. Глючат все. Когда интернет у нас слабый, глючит и Zoom, глючит и наш ProfMe, на котором мы проводим мероприятия. Поэтому здесь как бы претензии, ну, сегодня глючит, завтра будет работать. Здесь мы переходим на другой вариант. И посмотрите, 5 муниципалитетам по нолям вообще ни одной школы. Коллеги, давайте что-то будем делать. Предлагаю выгрузка завтра в 12 часов, до завтра до 12 часов. Те школы, которые не активные, администраторы должны зайти и значит, ну, зарегистрировать хотя бы несколько учителей
И вот Усинская школа номер 3 каким образом действует? Класс переходит они не сразу, посмотрите, у них не все дети, не все учителя. Класс переводят на карантин, переводят на организацию обучения с применением DOT. И они этот класс вводят в сферу и работают. Никаких ссылок рассылать детям не надо. Просто учитель нажимает кнопку «Начать трансляцию» и приглашает этот класс на трансляцию. Два клика, и мы в этом самом, и мы в сферами. Значит, на этом слайде преимущества. Не буду останавливаться, потому что, Саш, дальше слайды можно вот так по несколько секунд останавливать. Что можно делать с помощью сферум? Как раз онлайн-общение в виде гибридного и онлайн-обучения. Появилась возможность уже приглашать родителей. Практически год они работали над этим. Уже появилась возможность приглашать родителей. В Москве интегрирован дневник.ру. Это наша ГИСЭО. Я думаю, к сентябрю будет ГИСЭО интегрировано тоже с данной системой. Можно как мессенджер использовать и работать нормально. Какие-то профессиональные мероприятия для учителей проводить. И сейчас принципиально я провожу все свои вебинары и мероприятия, если вы заметили, только в сферу. Есть некоторые нюансы, но я думаю, разберемся. 3 числа у нас будет семинар для администраторов этих систем. Вот на этом семинаре проводить будут представители сферум, поэтому мы, думаю, зададим все вопросы. Да, много есть вопросов, что вот мы подали заявку, ответа нет. Посмотрите, пожалуйста, в спаме. Они говорят, что многие письма попадают в спам. Нет, пишите мне, будем разбираться. 13 числа я разослал форму регистрации в сферум. Те школы предлагают централизованно заполнить эту форму и отправить мне. Происходит регистрация быстрее, я напрямую с ними работаю. Вот 150 школ, которые еще не зарегистрированы в сферу. Направляйте форму, в муниципалитетах форма есть, посмотрите почту в районе 13-15 января. Коллеги, итак, подведем итоги. Что такое электронная образовательная среда, образовательная организация? Что она должна делать? Доступ к учебным планам, рабочим программам. Это у нас на сайте образовательной организации есть, и есть в ГИСЭО возможность добавить документы. Хранение электронного портфолио обучающихся. ГИСЭО. Есть портфолио учащегося. Ольга Юрьевна хоть и сказала, что нет, на самом деле есть. Не очень удобный инструмент, но есть. Портфолио учащегося, портфолио учителя, каталог ссылок, где учителя могут по предметам создать ссылки на интернет-ресурсы, и они доступны всем учителям, учащимся и родителям. Также можно хранить электронные документы в системе Moodle. Фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса. Это ГИСЭО. Проведение учебных занятий. Здесь очень много инструментов. В ГИСЭО в том числе есть ресурсы в закладке обучения. Есть пока там интерактивные плакаты, демо-версии. Но одно время у нас новый диск был там подключен. В электронном журнале была возможность переходить на E-класс. К сожалению, сейчас отключили. Я думаю, мы с ними поработаем, чтобы вот эти платформы с верифицированным контентом, Рэш, Учиру, новый диск, Фосфорд, 1С урок, МЭО, можно было заходить через ГИСЭО. Учителя используют и другие платформы. То есть вот посмотрите, 5 пунктов, которые характеризуют электронную образовательную среду, образовательной организации. Я предлагаю сделать на сайте, возможно, разделчик свой, чтобы это была у вас точкой входа на дистанционное обучение. Мониторинг некоторых сайтов показал, что трудно найти, что же у вас там вообще здесь с организацией обучения с применением DOT. Смотрите, на нашем ресурсе, о котором уже сегодня много говорилось, сделан раздел «Электронные образовательные площадки образовательных организаций». Мы сделали эти площадки на единой системе электронного обучения «Помощь вам». Рекомендательный характер носит. У кого нет площадки, для выполнения вот того пункта «Проводить обучение», мы создали уже в каждом муниципалитете, для каждой школы вот такую площадку. В ближайшее время, 31 числа будем вебинар будем проводить
по работе с этой системой. И надо будет вот до 3 часов еще сделаем, надо будет зарегистрировать, чтобы зарегистрировать здесь электронные кураторы от управления образованием, электронные тьюторы. Коллеги, 2 варианта есть использования. Или вы предметы в школе делаете по предметам, либо второй вариант по классам. Вот посмотрите, сейчас будет представлен курс по биологии 9 класс. Огромнейшие возможности. Саш, не будем переходить, следующий слайд. Здесь у меня тоже переход из этого. Да, посмотрите, как красочно можно оформить в Moodle. Это Moodle. К сожалению, да, не все его могут, освоить могут все. Надо только желание. Согласен, что недостаточно времени, но что делать? На этом ресурсе у нас есть уже и разработанные курсы. Посмотрите, зайдите, история по всем предметам сделана. Значит, и вот здесь как раз ресурсы курса. Смотрите, анкетирование, дальше глоссарий, задания можно, куда дети могут прикреплять свои задания. Сейчас возникает вопрос, как, куда, в ГИСЭО нельзя, да? Потому что первоначальная практика показала, ну, сейчас нарастили мощности, как будто у ГИСЭО, но тем не менее они могут быстро кончиться, если вы там будете прикреплять опять фотографии. Можно здесь вот в ресурсе задания, в элементе задания можно прикреплять задания, учащиеся могут прикреплять. Хотя бы основные, я не говорю, что вы должны использовать все, но хотя бы основные какие-то задания, предположим, да, лекция, лекционный какой-то материал можно использовать, интернет-ссылки, но интернет-ссылки в ГИСЭО можно использовать. Коллеги, мы вот здесь на слайде сейчас обозначены те учреждения, у которых есть свои платформы. Значит, это не значит, что они вот и должны на нашей платформе работать. У кого есть, они, как правило, закрытые, к сожалению, но опыт, здесь перечислены организации, те, которые представляли уже свой опыт и которых мы знаем. Возможно, не обижайтесь, то есть организации, где есть платформы, но вы не представили свой опыт. Давайте тогда поделитесь, напишите мне или здесь в чате, что у вас действительно есть, и вы работаете. Не знаю, спасибо. Спасибо, Вячеслав Алексеевич. Ну, вот, Можно вопрос? Да, Ольга Юрьевна, пожалуйста. Вячеслав Алексеевич, вы сейчас так замечательно рассказывали про сферу. Вы обратили внимание, что школы города Сыктывкара 100% зарегистрированы на сферуме. Но на сегодняшний день только 5 школ активны, а 33 школы неактивны. Это не потому, что мы не хотим работать, а потому что мы не можем работать на сферуме. Сегодня во всех школах города Сыктывкара установлена ЕСПД, которая не позволяет зайти на платформу Сферум и зарегистрироваться через это, вернее, это и авторизоваться у нее через контакт. Есть Поэтому такое. вот когда мы начинаем к чему-то призывать, мне бы очень хотелось, чтобы вы пришли в школу и провели урок, хоть один. Да, мы сейчас вы замечательно представляли информацию о том, каким образом учитель может замечательно использовать платформу Moodle. Но платформа Moodle предполагает самостоятельное обучение. Сегодня требование прокуратуры, которое было озвучено нам, и с которым мы разбираемся уже целый год, говорит о том, что учитель должен осуществлять непосредственное взаимодействие с учеником, то есть так, как это делаем сейчас мы, и показывать ему те информационные ресурсы, которые он подготовил. Вот я сейчас в программе Zoom вам не смогла подготовить те материалы, которые я для вас с которыми я хотела показать. Учитель сталкивается именно с этой проблемой на сегодняшний день. И поэтому, когда мы предлагаем огромное количество платформ педагогу, педагог становится заложником той ситуации, в которую мы его ставим. И поэтому сегодня те требования, которые предъявляет прокуратура, они обоснованы. Мы не можем реализовать с имеющимися ресурсами реализацию образовательной программы в полном объеме. Спасибо,
Спасибо за комментарий, Ольга Юрьевна. По поводу сферума все-таки технические проблемы подключения как можно решить? Ну, я думаю, эти проблемы решаемы. Действительно, там ЕСПД сейчас не дает возможности зайти в ВКонтакте, а как бы сферум ориентирована на платформе ВКонтакте. Есть проблема, да. Я думаю, будет решена она. Я хочу сказать, что следующее. Практически на всех мероприятиях, которые я провожу, я говорю о том, что учителя не должны использовать все платформы. Надо образовательной организации определиться. Вот есть группа учителей, которые используют Учи.ру. Создали группу и работаем с Учи.ру. Методические какие-то аспекты прорабатываем. Другая группа использует новый диск. Вот она, вторая у вас группа, которая использует новый диск. Не обязательно, что эти учителя должны использовать и Учи.ру, и новый диск, и Foxford. То есть весь верифицированный контент. Учитель сам должен определиться и посмотреть, что ему удобно, что ему нравится, что не нравится, его использовать в своей работе. И согласен с вами, что возможно система Moodle для организации самостоятельной работы, но в систему Moodle уже встраивается и система видеоконференц-связи, то есть ее полноценно можно использовать во время урока, комментируя по видеоконференц-связи. В том же Moodle есть чат, когда ребенок может задавать вопрос учителю по выполнению того и другого задания, а не так, как сейчас он выполняет это задание по телефону с родителями, которые находятся на работе. Давайте мы это в рабочем порядке все-таки... Олег Александрович, извините, это живой вопрос, поэтому я попрошу прощения за дискуссию, но тем не менее, на сегодняшний день Вячеслав Алексеевич предлагает использовать образовательные платформы учи.ру, Foxford и так далее. Это опять же идет самостоятельное обучение. Здесь нет непосредственно взаимодействия учитель-ученик. Это основная претензия, которая высказывает прокуратура. Это основное нарушение требований законодательства. Вот именно поэтому... Вот здесь вам, пожалуйста, в Moodle вы можете выложить задания, разработать весь урок. Дети могут выполнять эти задания и, пока в подспорье с Ферум, где учитель может комментировать и выполнение того иного задания. Именно об этом я и говорю. Вячеслав Алексеевич, я прошу Институт развития образования разработать... Это Галина Владимировна, это не Вячеслав Алексеевич. Да, давайте я еще раз... Да, мы вас услышали, соответствующие задачи институту, безусловно, поставлены. Да, тут давайте не будем все-таки развивать эту дискуссию. Понятно, что для того, чтобы обсудить эти вопросы и собрались, здесь у нас и директора, практически, я смотрю, всех образовательных организаций республики, поэтому давайте мы все-таки будем себя... Да, спасибо. Я думаю, что у всех муниципалитетов, у образовательных организаций есть свой опыт организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий. Да, никто сейчас не призывает на ходу менять уже, допустим, успешные практики, отработанные в тот еще период. Поэтому наша задача познакомиться с тем, что есть, и постараться, так скажем, максимально дать инструкции, материалы для того, чтобы те ресурсы, которые сегодня уже есть, могли школы использовать. Я прошу перейти к вопросам, которые были в чате заданы. Включите, пожалуйста. С самого начала давайте поднимемся. Потому что... Так. Тут, я так понимаю, только еще приветствие, да? Вопрос задавался, если я хотел вернуться к тому, что было мною сказано в начале, если в селе нет больных, школа маленькая, надо ли переходить на дистант? Мы об этом и говорим с вами, что при принятии решений на муниципальном уровне по переводу тех или иных школ, образовательных организаций на карантин и дистанционную технологию подходить нужно обоснованно. Если не превышен порог заболеваемости в образовательной организации, зачем это делать? И на своих оперативных штабах, на своих муниципальных СПЭК разговаривайте с главами, с подтверждением, цифрами, что если в той или иной школе
эпидемиологическая ситуация благополучная, не нужно выходить на масштабно в целом муниципальном образовании на карантин. Поэтому еще раз, вот, коллеги, пожалуйста. Так, дальше что у нас там? Ну, самый, конечно, безусловно, сложный вопрос – это как организовать обучение учащихся без наличия компьютерной техники. Вот Ольга Юрьевна из опыта своего тоже уже сказала, что на муниципальном уровне принято решение, что они будут приобретать ноутбуки для последующей передачи в семьи по определенным критериям нуждаемости. Сегодня этот опыт тоже есть в большинстве муниципалитетов, когда ноутбуки передаются в семьи, чтобы все-таки помочь им с организацией обучения с применением дистанционных образовательных технологий. А по поводу того, что отсутствует, допустим, там интернет, Марина Анатольевна тоже уже говорила, здесь, конечно, уже совершенно индивидуальные подходы к организации образовательного процесса. Я думаю, что в рекомендациях там, да, прописано, но, безусловно, надо попробовать, Марина Анатольевна, как и Ольга Юрьевна тоже говорила, положить эти рекомендации в реальную плоскость, да. Да. Уважаемые коллеги, в наших семинарах, которые у нас представлены, да, в нашем разделе методической поддержки, в качестве спикеров выступают учителя практики. И именно свой опыт, наработанный уже годами, они представляют. То есть не только мы, как теоретики, как нас называют, участвуем в этом процессе, но и учителя практики. Это и представители наших опорных школ, о чем я говорила, это и представители наших республиканских методических объединений, то есть те люди, которые имеют большой практический опыт. Это наш методический актив республиканский, то есть все, кто готов делиться своим опытом, они привлекаются непосредственно к тому, чтобы этот опыт передавать. Спасибо. Спасибо, Марина Анатольевна. Что касается санитарных правил и нормативов, да, безусловно, для разных категорий детей с учетом их возраста определено время нахождения за компьютером. Безусловно, при организации образовательного процесса с применением дистанционных технологий нужно руководство санитарными правилами. Там как раз, по-моему, тоже было прописано, какое время они должны быть. Да, опять же мы говорим, что придется предлагать детям самостоятельное изучение и закрепление. Но, коллеги, вспомните, при организации в штатном режиме мы ведь тоже даем детям самостоятельные задания, домашние задания. Поэтому совсем никто не требует от нас. И я думаю, что родители это тоже должны понимать, что мы в период организации с применением ДОТ совсем не должны давать домашнего задания. Это все должно быть, так скажем, органично вписаны в образовательный процесс. Ну, не обязательно весь урок они должны быть в интернете. Ну, конечно, там, да? конечно. То есть 10-15 минут непрерывной работы, а потом какой-то перерыв и какой-то другой вид деятельности должен быть. Здесь уже многое зависит и от родителей, как они организуют режим дня ребенка, да, как они все это смогут организовать. Здесь я думаю, что надо тоже очень осторожно, потому что родитель опять же скажет, что у меня тоже работа, и этими вещами тоже... Ну, чтобы ребенок вовремя подключился к уроку, да, то есть здесь нужно организоваться родителям. Согласен. Так, скажите, куда отправлено примерное положение? В прошлом году, да, Людмила Натальевна, мы уже отправили? Или в начале? Да, письмо, которое мы подготовили с образцами примерных положений по локальных актов образовательной организации, было направлено 17 января в Управление образования муниципалитетов. Пожалуйста, если управление еще не направили их в школы, прошу довести до образовательных организаций. Мы готовы также на нашем сайте разместить эти примерные нормативно-локальные акты. 2 или 3 школьника, компьютер 1. Но это из той же серии, то, что мы говорили. И Ольга Юрьевна говорила о том, что классные руководители контролируют, вернее, мониторят условия, условия семей, да, в которых обучающихся, и с учетом этого уже формируют тоже расписание учебных занятий. Но идеального, так скажем, алгоритма, который можно применить в отношении каждой семьи, в отношении каждого ребенка, безусловно, нет. Здесь нужно смотреть по семье. По поводу нормативного акта, да, мы готовим положение. Я думаю, в ближайшее время будет это положение
о размещении материалов. Но, тем не менее, перечень материалов определяет сама образовательная организация, экспертизу проводит сама образовательная организация. Это ваши электронные площадки. Мы для вас даем инструмент, даем ресурс. Что вы на них будете размещать, это уже ваша ответственность. Да, вы можете к нам записаться на консультации. Да, мы можем организовать для вас запись видеолекций с использованием нашего интерактивного оборудования. Пожалуйста, через обратную связь можно связываться. И можем организовать онлайн-встречу с каждой организацией. Но у нас будет серия семинаров обучающих, еще вебинаров для всех образовательных организаций по работе на электронных площадках. То есть все возможности, как что делать, мы покажем. Как это использовать непосредственно в своей образовательной организации, вы решаете сами. Так, а тут Раздел о работе с родителями. фиолетовое, я думаю, что, наверное, это уж совсем такие частности. Ну да, Да. я пропустил его, поэтому. В 2020 году на сайте министерства был раздел «Ответы на основные повторяющиеся вопросы родителей». Сейчас вопросы родителей по образовательному процессу с использованием ЭУ и ДОТ меняются. Планируется обновление раздела. Но я думаю, что мы посмотрим, да, Людмила Витальевна, тоже в этой части. Сейчас как раз обращение в связи с переходом отдельных муниципальных образований, отдельных образовательных организаций на ДОТ и электронное образование приходят. Мы посмотрим, что, так скажем, какие новые вопросы поступают от родителей, и с учетом этого постараемся тоже обновить тогда этот раздел. В нашей школе есть дети, живущие на территории, где не то что интернета, но и мобильная связь плохо ловит. Ну, я так понимаю, это из той же серии, что мы... Да, в рекомендациях обозначены алгоритмы, учетом как можно в данном случае именно с детьми взаимодействие выстроить. практического опыта работы учителей. Возрастные очень проблематично работать онлайн. Но что я здесь могу сказать? Мы учителя, да, мы независимо от нашего возраста, наверное, должны развиваться, потому что наша с вами задача, как педагогов, развивать наших детей. Ну, тут Мы готовы предоставить вам помощь. Пожалуйста, обращайтесь к нам, смотрите наши семинары, вебинары. Мы для вас можем разработать индивидуальный образовательный маршрут именно с учетом ваших проблем и научить вас, как и что нужно делать. Кроме того, коллеги, не забывайте о возможностях реализации наставничества в образовательной организации. У вас наверняка есть молодые учителя, которые все быстро схватывают, все умеют. Привлекайте их к тому, чтобы научить своих коллег. Так, и вопросы в отношении дополнительного образования. Есть рекомендации, Мария Анатольевна? Ну, можно ориентироваться на все эти рекомендации, которые для общеобразовательных школ, для дополнительного образования, они все подходят. Ну да, сейчас, конечно, наиболее острая ситуация связана, конечно, со школами, да, и те сигналы от родителей, звонки, обращения и так далее, поэтому мы здесь акцентировали внимание именно на общее образование, а по аналогии, конечно, перенести вот те рекомендации, которые сегодня есть, ресурсы, которыми можно воспользоваться, я думаю, что можно отнести их к дополнительному образованию. Я думаю, только здесь еще момент школы и так уже как бы загрузит детей, а еще и дополнительное образование. То есть тут надо очень аккуратно, я считаю. Сочетать разные Да, технологии. дополнительному образованию какие-то, да, более аккуратные подходы искать. Безусловно, вот переход на применение дистанционных технологий – это внештатная ситуация, вынужденная мера, как мы всегда пишем, направленная прежде всего на сохранение здоровья наших детей и педагогов. Ну, понятно, что в этих условиях не добиться максимального эффекта, который мы получаем в рамках обучения непосредственно в помещениях школы, но, еще раз повторяю, это вынужденная мера, нештатная ситуация, поэтому как-то так. Так, все, да? Так, коллеги, может быть, кто-то еще хочет высказаться, подключиться? Спасибо за сегодняшнюю работу, коллеги. Я думаю, что это у нас будет такой цикл мероприятий, чтобы мы смогли с вами пообщаться
ну, почти что вживую, да, поделиться опытом с друг другом, потому что я думаю, что, как я уже говорил, у многих муниципалитетов есть успешный опыт организации всех этих процессов. А сегодня, на самом деле, как мы вначале я уже говорил, ситуация очень тревожная, и вот начальники управления образования, которые присутствуют, еще раз вас призываю при принятии решений в отношении закрытия выхода на карантин организации ДОТ подходить очень так обоснованно и разговаривать со своими главами, заместителями глав по социальным вопросам, чтобы выносили все-таки обоснованные решения, и мы с вами максимально в полном составе не уходили на ДОТ и электронное обучение. Спасибо, коллеги. До свидания.